Сегодня 9 апреля 2021 года. Время сейчас по нашим часам 10 часов с минутами по московскому и местному чеченскому времени. Мы сейчас находимся в лесном массиве. Вот мы обозреваем дорожный след. Вот второй дорожный след. Вот это так называемое лесное дорожное полотно. Вот. Колея неглубокая. Здесь были дожди, по всей вероятности. Но сейчас дорога уже сухая. Мы потихоньку двигаемся наверх. Это подъем, незаметный подъем. Мы сейчас направляемся к местности, где по нашему предположению находятся места древнего поселения чеченцев. По сведениям XIX века, по описаниям, вот здесь, в этой местности, находился один из центров, по нашему предположению, чеченского этногенеза. Это древние поселения. Вот за этими лесными горами, по-чеченски они называются Арц, находятся уже непосредственно сами Кавказские горы, каменные горы, а это лесистые горы. Это так называемое Кавказское предгорье. Вот. И вот именно в том месте, где вот от нас еще километра 2, мы предполагаем, что это был стратегический центр расселения. Есть название субэтнонима. Это субэтноним. Как он называется в источнике? Арцхой. Вот. Мы ищем следы пребывания Арцхой. Вот. И намереваемся там провести экспедиционную научную работу в ближайшем будущем. Сегодня мы поставили цель найти маршрут к нескольким местностям, где, по нашему предположению, и мы намерены найти вот эти следы обитания Арцхой, проживания Арцхой в Средневековье, периода, предположительно, нашествия армии Хромого Тимура на Северный Кавказ. Это конец XIV века. Вот. И вот сейчас вот мы двигаемся вот по этой дорожке. И, значит, вот мы видим впереди подъем. Он чуть заметный, но это явный подъем в эту сторону, а вот в эту сторону идет уже спуск. Идет спуск. Вот мы, значит, двигаемся вперед. Дело в том, что я сейчас хочу продемонстрировать один интересный факт. Вот представьте себе, вот с этой высоты, когда идут обильные дожди, смываются какие-то грунтовые фрагменты, и по этим вот этим дорожным колеям, значит, вместе с дождевыми водами, грязью смываются оттуда так называемые артефакты древнего, значит, проживания какого-то населения. Сейчас не будем называть его, определять его. По нашему представлению, это и были арцхойцы. Вот. Мы сейчас двигаемся, и я попытаюсь продемонстрировать. Тут эти вот такие
моменты встречаются довольно часто. Довольно часто встречаются. Вот, к примеру, мы возвращаемся сюда. Вот, смотрите. Вот сейчас мы попытаемся вот здесь тоже. Вот. Значит, показать вам прям процесс. Так мы находим и достаем глиняные осколки. Это, видимо, когда-то это были глиняные горшки. Мы вот достали. Вот мы достали. Смотрим. Вот, видимо, смотрите, вот такая интересная обработка края. Вот еще осколочки. Вот здесь мы видим край вот этого сосуда. Вот интересная техника. Округленная, очень ровная техника производства вот этих изделий, гончарных изделий, керамических изделий. Вот чуть дальше мы пойдем, и здесь тоже мы увидим, вот здесь уже нам показывают, мы, значит, продвинемся сюда, вот на этом расстоянии, вот смотрите, вот это тоже мы, значит, сейчас мы попытаемся его достать. Ага, ножом попробуем. Вот так вот. Вот смотрите. Вот смотри. Вот здесь еще под этим. Ну, это осколочки, небольшие осколочки. Это небольшие осколочки. Вот представляете, вот здесь прям находится. Вот по нашему предположению, это дно, это донышко вот какого-то сосуда керамического, дно вот это. Вот видите? Ага. Значит, очень интересная техника производства. Гладкая поверхность, как снаружи, так же и снутри. По толщине здесь толщина стенок, ну, примерно 7-8 миллиметров в толщине вот стенка сосуда. Вот интересная работа такая. Значит, еще чуть-чуть дальше мы попытаемся еще здесь обнаружить. Нам уже указывают, показывают. Вот смотрите. Вот. Значит, это тоже. Вот мы достаем. Тоже небольшой фрагмент керамического какого-то сосуда. Горшка или там, может быть, какой-то посуды из домашней утвари. Вот такая ситуация. Надеюсь, мы здесь в ближайшее время проведем соответствующую работу и попытаемся дать свои трактовки.
мы видим сейчас место падения бомбы периода военных действий на территории Чеченской Республики. Это воронка глубиною. Ну, сейчас это все засыпалось, конечно. Достаточно значительная глубина. Ну, сейчас на этот момент где-то в пределах 1 метра углубления, но это все засыпалось. Вот такая ситуация. Вот как мы видим, вот здесь вот один гребень Арца, лесистой горы. Вот. И вот с этой стороны другая лесистая гора. Вот она идет. Она первая. Вот это мы обозреваем первую лесистую гору. А вот здесь вот это вторая лесистая гора. Ага. И вот здесь вот между этими двумя лесистыми горами проходит ущелье туда. И в принципе это к тому месту, где мы и предполагаем находилось пребывание в Средневековье населения, которое называлось Арцхой. Так, вот здесь мы видим место то ли захоронения, раннего захоронения, или местонахождение какого-то строения. Тут мы видим, что это не просто уложенный или там не просто присутствующий камень, а он имеет свой порядок и свою конструкцию, какую-то, значит, конструкцию. Может быть, это и есть один из курганов, а может быть и какое-то строение. Быть может, даже это и являлось каким-то основанием жилого строения, бывшего жилого строения. Ибо, значит, как мы видим, отсюда есть удобное место, значит, расселения и обзора. Вот пространство между двумя этими лесистыми горами. Вот ровная площадка, удобная для расселения и проживания. В данный момент мы добрались до одной горной местности, где предположительно стояла главная цитадель, если так можно назвать, сторожевая сигнальная башня арцхойцев. Вот это место, где эта башня имела основание. Вот здесь. Вот это предположительное место, являющееся предполагаемым основанием сторожевой башни, главной сторожевой башни арцхойцев. Это самая макушка лесистой горы, от которой мы имеем возможность обозревать всю плоскость, всю чеченскую плоскость и равнину. Ну, правда, здесь видно, что заросло лесом. Ну, в свое время эта макушка была, скажем так, оголенной. Ее, возможно, специально очищали, или к тому времени она была оголенной.
Вот таким образом вот мы фактически имеем возможность убедиться, что это является, вот эта местность, вот это место, именно вот эти координаты, откуда арцхойцы могли наблюдать за внешними событиями и полностью контролировать ситуацию с учетом всех явлений, действий, событий на равнине, Чеченской равнине. Это юго-западная сторона Чеченской Республики, лесистые горы.